Студиямызда мусафирлер сайгылы достлар ве шымды субъектimiz devamında biz kenede muhim ve gerekli şeyler hakkında laf edeceğiz. Daha doğrusunda biz soracağımız musafirlerimiz ise her şeyini bizge anlatacaklar. Elbette musafirlerimizni taqdim etmege aşıqamiz. Bizim studiyamızda Qırım Cumhuriyeti'nin Halk Yaratıcılığı Merkezi'nin müdir muavini Nikolay Antyufriyev ve Qırım Cumhuriyeti'nin Halk Yaratıcılığı Merkezi'nin xadimi Nazlı Hanım Sитаблаева. Сelamun алейкум, доброе утро. Рада приветствовать вас в нашей студии. С Новым годом, прежде всего. Спасибо взаимно. И с наступающим китайским Новым годом. Да. Спасибо. Да, ждем, когда придет бык и принесет нам радость. А мы думали, он уже пришел. Нет, он водит с 21 на 22 января по китайскому лунному То есть китайцы еще в календарю. 2020 году живут. Да, мы, в общем-то, по китайскому календарю тоже еще в 20-м. Получается так. Как настроение? Как встретили наш Новый год? Настроение хорошее уже по одной простой причине. Мы с вами не виделись. Я вот так примерно прикинул, сколько, очень долго. В связи, да. не будем говорить о пандемии. Не виделись достаточно долго. Работаем, трудимся, так же, как и вы. Мы следим за вами. Сделано было много проектов в ушедшем году. В новом, опять же, несмотря на определенные сложности, проектов у Центра народного творчества еще достаточно много. И мы бегло постараемся вам об этом рассказать. Да, вот хотелось бы подробнее все-таки узнать, потому что мы знаем, что вы никогда не сидите на месте, да, всегда проводится работа, как вы уже сказали, и действительно, какие проекты вы планируете реализовать в 2021 году? Ну вот я сейчас скажу несколько названий наших проектов и в чем они заключаются, а потом Назлы расскажет о фактаже прошедшем и настоящем. Но если подводить итоги уходящего года, то все планы, несмотря на сложности, мы выполнили. Среди них и наш известный всероссийский конкурс, фестиваль «Дружба народов». Мы выиграли грант. Несмотря на сложности, мы провели и третий региональный наш фестиваль «Дервиза». В этот раз «Нет худа без добра». Мы провели его в Морском, сделали огромный, большой, хороший, впервые в истории Крыма и крымско-татарской культуры круглый стол, где собрались специалисты, поговорили о проблемах, о сложностях, о перспективах. И благодаря этому вот уже в этом году, в сентябре, в Судаке будет двухдневный семинар по крымско-татарскому искусству, по всем направлениям. И самое главное, помните, мы постоянно говорили, так сказать, о литературном крымско-татарском языке. Двухдневный семинар, такого не было никогда. Вот такой результат. Из планов, которые мы собираемся осуществить, это несколько очень знаковых фестивальных программ. Поскольку с бюджетом сейчас немного сложнее, мы пытаемся опять выиграть грант. Это будет Крымский мост, такой проект очень интересный, всероссийский, и фестиваль аутентичной музыки, называется так «Живая музыка». Это очень важно, хотя вы знаете, что Крым достаточно с точки зрения истории этнокультурной сложен, но вот мы хотим заняться этим, вытащить, извините за сленг, настоящую, реальную музыку, фольклор, ну и в первую очередь, опять же, крымско-татарскую, крымчаков, посмотреть, что-то есть основы греческой культуры и так далее. И наш интересный фестиваль, который сейчас Назлы не терпится, расскажет, это летопись одного коллектива. Впервые мы его запустили в прошлом году. Наш Крым, помимо того, что многонациональный, имеет огромное количество творческих, любительских, самодеятельных коллективов, о которых, к сожалению, далеко не всегда знает широкая публика. И вот летопись одного коллектива – это был фестиваль, направленный на то, чтобы народное творчество вошло в массы. Передаю слово. Назлы Ханым, да, подробнее, пожалуйста, хотелось бы знать. Рассказать об этом действительно масштабном и знаковом конкурсе. Дистанционный конкурс видеопрезентации «Летопись одного коллектива».
Он направлен на то, чтобы популяризовать наши творческие коллективы, чтобы ознакомить их с пользователями сети интернет, с творчеством как коллективов, так и сольных артистов. Сейчас он стартовал уже полноценно. В том году он был запущен в таком пилотном режиме, да. А сейчас он уже набрал обороты, и 12 января он был запущен в заявочную кампанию. Он состоит из 3 этапов. Хочу рассказать это для наших будущих участников, для телезрителей. Первый этап – это отборочный тур. Наш оргкомитет отбирает заявки и из лучших видеопрезентаций коллективов размещает на наш канал YouTube. Второй этап состоит в том, чтобы из тех коллективов, которые набрали наибольшее количество просмотров и лайков, выбрать победителя. И третий этап, его уже отбирают члены жюри, это высококвалифицированные специалисты в области культуры Республики Крым. Они отбирают и определяют обладателей гран-при и лауреатов 1, 2, 3 степени. То есть конкурс длится в течение всего года. Ежемесячно есть победители, и уже в конце текущего мы видим результат. Я очень хочу пожелать и попросить, наверное, заклинаю просто наши крымско-татарские коллективы, русские, греческие, любые. То есть чтобы вне зависимости, вне зависимости от национальности, чтобы они обязательно участвовали, чтобы они рассказывали о себе людям. Потому что сейчас интернет – это немаловажная часть нашей жизни, и молодое поколение очень много времени проводит именно вот в сетях интернет, к сожалению или к счастью. Поэтому с помощью именно такого способа можно о себе рассказать практически всему миру. И наша главная задача – это создание видеоархива из самых ярких, самых лучших и самых творческих коллективов Республики Крым на базе нашего учреждения для передачи в будущее молодому поколению. То есть на сегодняшний день конкурс проводится полностью в дистанционном формате? Да, к сожалению, из-за пандемии, из-за этой ситуации он в дистанционном формате. Как будет дальше, покажет Всевышний время. известно. Да. А что именно в презентациях? Это номер какой-то, либо коллективы рассказывают о себе? Да, вот видеопрезентации состоят из истории о себе. Можно рассказать о себе, о коллективе, о создании коллектива, о руководителе. Могут входить в эти видеопрезентации фото, видео, какие-то архивные документы, фотографии, и так далее. И имеют право принимать участие коллективы, которые функционируют более 3 лет и которые ведут активный творческий образ жизни. То есть это участие в региональных, международных, всероссийских фестивалях и конкурсах. Я бы хотел добавить, что вот этот формат дистанционный, который волей или неволей вошел в нашу жизнь, он, как это ни парадоксально, намного увеличил объем работы наших сотрудников. Это методисты, которые следят и формируют заявочную кампанию, отсматривают, члены жюри. Количество участников во всех направлениях возросло не то что на порядок, на огромное количество. Вот уходящий год, посвященный 75-й годовщине, когда мы перешли на дистанционный формат и провели очень известный наш конкурс «Бессмертные 40-е», где участвовала не только Российская Федерация, Украина, Донецк, Италия, Молдавия, Белоруссия и так далее. Около 1500 участников, и нам показалось тогда это просто огромное количество. И вот совершенно недавно, за пару недель до Нового года, мы провели новогодний калейдоскоп, и количество участников тоже перешагнуло 1000-й рубеж. То же самое происходит у нас вот с коллективами, и это очень важно. Это современная стратегия «Народная культура» начинает понемногу. Конечно, до этого еще очень далеко, но не просто осваивать, но и завоевывать интернет-пространство, поскольку есть ссылки. Кто-то порой даже случайно попадает, нажимает на кнопку и видит творческий коллектив. И для нас это очень важно. И в какой-то степени дистанционный формат облегчил работу участникам, мне кажется, потому что в очном формате, допустим, не всегда была возможность у какого-то коллектива приехать, там, подстроиться под время, под день проведения этого конкурса, но в этом формате все намного проще и быстрее. Это очень дискуссионная и очень опасная фраза,
Потому что как бы ни хорош был дистанционный формат, как бы здорово мы не пользовались социальными сетями, то, чем занимаемся мы, в первую очередь, это, конечно, живое искусство. Конечно, И никогда, конечно, безусловно. уж простите за такую фразу, никогда эфир не заменит живое восприятие, опять же, аутентичной культуры. Когда слышишь, как поет человек акапельно степную песню, и ты ощущаешь, как кричит ветер, как колышется ковыль, у каждой формы свои выразительные средства. Поэтому мы очень надеемся и ждем, когда вернется нормальный формат. И мы, конечно же, с большим интересом представим вам лучшие коллективы. И если у вас будет этот самый интерес, пригласите, и мы вам их покажем. Конечно, обязательно. Спасибо большое. И все-таки возвращаясь к конкурсу, хотелось бы узнать, как можно стать участником этого конкурса, где можно подать заявки? Ну, в первую очередь, участники должны зайти на наш сайт Центра народного творчества. Там есть ссылки конкретно на этот конкурс. Там есть положение, с которым вы можете более детально ознакомиться и узнать, какие, скажем так, есть критерии отбора для видеоподачи заявок. И, в принципе, вот так в дистанционном формате вы формируете свою видеопрезентацию и направляете на адрес электронной почты в наш Центр народного У творчества. нас ежемесячное подведение итога, как уже говорила Назлы, и поэтому вступить в конкурсное начало можно в любое время дня, года и суток. Ежемесячное подведение итогов, то есть каждый месяц есть победитель. Каждый месяц, да, мы выбираем победителей, которые потом составляют. Ну, это принцип тот же, как когда-то мы рассказывали в Дервезе, да, это отборочный конкурс, лучшая пятерка, из лучшей пятерки выбираются уже самые лучшие и так далее, и так далее. Это позволяет нам систематизировать и понимать. И те, кто участвует, уже и сами ощущают свой уровень, насколько они хороши или нет. Повторяю, видеопрезентация – это очень здорово, но мы все равно ждем. И, может быть, случится так, если уйдут ограничения, финалисты этого конкурса, у нас будет возможность их живьем показать и уже живьем транслировать. Конечно, мы будем надеяться, с нетерпением ждать. Кроме этого, вы сказали о проекте «Крымский мост». Хотелось бы все-таки подробнее тоже узнать об этом проекте. Два проекта «Крымский мост» и «Живая музыка». Повторяю, в прошлом году нам удалось выиграть грант, благодаря которому в Крым приехала вся Россия. Это было очень сложно. Дружбу народов мы проводили со всеми необходимыми требованиями, связанными с ограничением. В этом году Крымский мост очень близкий по звучанию, но по стратегической задаче несколько иной. Хотим посвятить его в первую очередь то, о чем сказал 2 года назад в своем указе президент Российской Федерации. Это формирование гражданской идентичности, когда собираются все культуры Российской Федерации, но сейчас это будет не просто фестиваль, большой упор будет делаться на научно-практическую конференцию, на методические практикумы и так далее, для того, чтобы все специалисты могли поделиться собственным опытом. Не хочется выдавать пока всех нюансов, но те, кто будут участвовать, ждут большие интересные сюрпризы. Это при условии, конечно, что мы выиграем грант, но мы очень надеемся. Кстати, призвали нас участвовать в гранте наши московские руководители, потому что им, простите за такое бытовое слово, понравилось, как мы выиграли грант в прошлом году. И, кстати, нас поставили в пример с точки зрения отчета и документации. И еще раз повторяю, живая музыка – это наш республиканский. Очень непросто было принять такое решение, но мы обязательно постараемся его провести. И еще один проект, который мы впервые проводим, это дистанционный
конкурс здесь однозначно для людей с ограниченным здоровьем. «Ангелы надежды» называется этот конкурс. Он очень многофункционален. Направлений там колоссальное количество для того, чтобы все слои нашего населения, независимо какие у них ограничения по здоровью, могли в нем участвовать. И так, чтобы это было безопасно для здоровья. Этот конкурс мы тоже будем запускать в этом году. И принципы такие же. Надо заходить на наш сайт, находить положение, делать заявки. Мы постараемся, чтобы люди всех социальных категорий чувствовали себя одинаково полноценно. А мы вам желаем удачи, успехов во всех ваших начинаниях. Планов много, объем работы большой. И мы все-таки надеемся, так же, как и вы, и я считаю, что все жители республики, нашей страны, что в скором времени все наладится, и действительно мы сможем живьем увидеть концерты, вживую услышать те самые песни, которыми богата наша республика. Что вы пожелаете нашим телезрителям? Ну, в первую очередь, здоровье, это сейчас очень актуально. И от себя я хочу пожелать, чтобы в каждом доме было тепло, уютно, и глаза светились от счастья, и ваши сердца, ваш дом, ваше душевное состояние было наполнено любовью. А я пожелаю возвратиться к добрым временам, когда Центр народного творчества и канал «Милет» встречались практически чуть ли не каждую неделю. И наше взаимное сотрудничество всегда давало настоящие творческие плоды. И ваши команды, которые участвовали и освещали наши мероприятия, всегда доносили их профессионально и очень грамотно. Я вам пожелаю, помимо здоровья, хорошей заработной платы, чтобы она вам помогала по утрам вот так ярко, честно светиться на голубом экране. Спасибо большое. Наши двери всегда для вас открыты, всегда ждем в нашей студии. Çok sağ olun. Сайгылы достар, бізім яйнымыз есе девам ете, невбетекі қысымымызны сіздің диққатыңызға тақдим етеміз.